Приветствую всех телезрителей канала Якутия-24. Это программа «Мы вам покажем». Сегодня мы в гостях у Ольги Белолюбской. Ольга у нас не раз была участницей нашей программы, так что человек с опытом. Ольга у нас является основателем студии Family Wood. Да, также недавно Ольга ведет психологическую деятельность, да? Да. Можно так сказать, переквалификация. Да, можно так сказать. Сегодня мы будем как-то вот совмещать эти две деятельности твои, да, и делать соль для ванн. Почему соль для ванн? Ну, соль, прежде всего, это очищение, это обновление, это расслабление, я так считаю, да. И почему я сегодня именно выбрала соль? Потому что соль делать очень легко, и, надеюсь, этим мастер-классом потом воспользуются мамочки, родители, будут делать вместе с детьми. Вот как мы всей семьей работаем, делаем, и мои дети зарабатывают на этом довольно хорошие деньги и пополняют свой бюджет, так скажем. Так, ну мы можем приступить, да, и параллельно как-то вести разговор. Вот что нам для этого понадобится? Ну, прежде всего, я заранее сделала заготовки, чтобы время не отнимать, да, это прежде всего взяла морскую соль, она у меня идет крупная. Добавила туда ароматизатор, я использую брендовые хорошие ароматизаторы, ну, чтобы в последующем у клиентов не было аллергии, да. Если что, можете обратиться ко мне, подскажу, что где заказать. Также нам нужны будут сухие красители, они специально идут для ванны, для бомбочки, потому что, дабы не оставлять окрас на ванне, да, потому что у всех белое. Вот. Также нам нужна сода. Также я использую для изготовления своих солей обязательно местную кемпиндяйскую соль. Она очень хорошая по составу идет и очень хорошо расслабляет. Кстати, ее можно использовать также для маленьких детей, ну, в маленьких пропорциях. Вот. И также я использую морскую крупную крымскую соль. Вот. Все, начинаем, да? Так, да. В общем, для того, чтобы сделать, нам обязательно нужна будет металлическая тара, потому что, ну, дабы тоже не окрасилась, да, нержавейка. Перчатки также нам нужны. Для того, чтобы измерить количество соли, я всегда использую вот такую вот тару. Потому что зачастую бывает так, что весов кухонных нету в семье, поэтому нужно будет определенную тару взять, примерно, ну как стакан же есть, либо стакан использовать стандартный. Сначала мы пересыпаем туда кемпиндяйскую соль до краев. Так, достаточно будет. И в нашу тару. Достаточно, все легко и быстро делается. Это, я считаю, что с детьми будет очень классно, также времяпровождение. И берем нашу крупную морскую крымскую соль. Она у нас сейчас по размеру, сразу увидите, да, идет очень крупная и как будто бы влажная. Тоже полная, да? Да, тоже полная. Соотношение 1 к 1 примерно. И затем мы все это дело также переливаем в тару. Для того, чтобы добиться эффекта, получается, расслабления и избавления от отеков для взрослых людей, я обычно рекомендую ложить соду. Соду мы ложим 2 столовые ложки. Обычная пищевая. Обычная пищевая сода. Ей нет равных, короче, во всех аспектах жизни. И для того, чтобы добиться цвета, я вот изначально уже подготовила, получается, разные цветные соли разных цветов. Их просто добиваемся эффекта такого. Добавляем туда наш ароматизатор, наш краситель, и каждый цвет перемешиваем в отдельных тарах, да, получается. Вот, например, ты какого цвета хочешь сделать, можешь выбрать себе. Розовенький. Розовый. Есть еще вот такой вот
такой вот нравится. Хорошо. Розовый с золотом, кстати, очень хорошо Давай. смотрится. Мгм. Там вообще отличное сочетание. Золото у нас такое вот. Красота. Они еще очень классно пахнут. Вот эти вот ароматизаторы, они очень стойкие. И ну, эффект после них, знаете, после Ну, ты уже заранее как сюда... спа. Да, я обязательно ароматизатор добавляем не в основную соль, а Отдельно. вот в краситель, да, потому что иначе, если мы сюда добавим в крымскую соль, будет очень сильно пахнуть, потому что есть люди, которые, ну, не переносят запах, да, например. Так, я буду делать сегодня сиренево-золотую. Добавляем 1 ложку, либо 2 ложки. Если 2 цвета выбираем, то добавляем 2 ложки. Еще вторую, да? Нет, 2 ложка И будет уже отсюда золото. вторая. Да. Этого достаточно. Но кто-то любит, например, поярче, да, в этом случае можно будет еще добавить. Например, детишки это любят, прям чтобы Да, ярко было, яркое, да? да. Особенно девочки, чтобы все было розовое. Вот как-то так. И начинаем перемешивать руками. И для этого как раз-таки нам нужны перчатки. Релакс. Да, релакс. Также можно добавить масло Ага, это масло какое обычное? миндаля. Масло миндальное масло, да? Ага. 1 столовую ложку. И также дальше распределяю. Нужно, чтобы не было комочков, чтобы все было распределено. Тут идет самая основная работа, это подготовка вот этих заготовок цветных, и потом перемешивание, в принципе, и все. Ну, когда соль делаешь сама своими руками, да, как бы, Да, намного ценнее, конечно. она как будто бы. Ну и состав знаешь, что ты использовала, а то, что в магазине, ну, мало ли что неизвестно, может быть, что там, да? Потому что они же в массы производят, а у нас идет, получается, для себя. Все, думаю, достаточно. Комочков нету, нет? Вроде тут везде комочки. И от больших имеется в виду. Вот таких. Все, это нормально. Так, и после чего мы начинаем Я пересыпать порвала перчатки. нашу соль вот в такие вот пакетики. Они должны быть изнутри обязательно покрыты влагоустойчивым покрытием. Ага, иначе все у нас наружу выйдет, потому что мы использовали масло, и в этой крымской соли все-таки есть свои, ну, вот, жидкость, и она тоже может очень некрасиво выйти наверх пакетика. Открываем и начинаем ложечкой перекладывать. Мы также свои этикетки каждый сезон разрабатываем на соли. Их дочка рисует в редакторе. Ей нынче 12 лет будет, она у нас как креативный директор, так как творческая. Ну, вот достаточно, наверное, да? Да, достаточно, и просто закупориваем. Опа. И продукт готов к употреблению, да? Да, можно так сказать. Красота какая. Достаточно легко делается, всегда пользуется спросом, потому что сейчас у нас такое время настало, когда все хотят отдыхать, расслабление, да, вот этого вот всего. Цена не очень дорогая, 200-250 рублей за пакетик. И такого пакетика хватает на 2-3 ванны, в зависимости от возраста, да, кто будет купаться. Вот. Я считаю, что очень хороший подарок, если даже куда-то пойти. Я вот, например, их вот эти вот соли в купе с моими свечками использую в студии и создаю спа-наборы. Ну, то есть там полный фарш, да, и этим набором обычно девочки очень радуются. Да, здорово. Там получаются свечки и плюс соль, крема, там вот это вот все. Все для расслабления. Все для да? расслабления, Такой все для нее, комплект. например. Да. Вот как-то так получается. Ага. Потому что сейчас у нас
вообще вот такое время настало, да, когда нам очень нужно расслабиться, отдохнуть. И вот поэтому я пришла со временем именно к тому, что переучилась на психолога. Оля, ну ты такой хороший момент, да? Сказала, что твои дети очень помогают тебе, да? Сын, дочка. Ну и младший сын. У меня 3 детей. Младший сын тоже даже помогает. Да. Ну, он основной дегустатор всего и вся, так скажем. И основная наша мотивация, скорее всего, идейный вдохновитель, как мы его все называем. Ну, это же очень хорошая идея, да? Привлекать своего ребенка, да, своих считаю, детей, что это так. чтобы они с раннего возраста уже понимали, откуда берутся деньги, да, каким трудом. Вот ты к этому со временем сама пришла? Да, со временем пришла. Изначально, вот как мы открывали студию, да, я тогда сидела по уходу, в декретном отпуске была, вернее, беременна еще была. И мы решили открыть, приобрести станок. Все начиналось с дерева. Поэтому мы называли Family Wood, что в переводе означает семейное дерево. Вот. А потом уже спустя какое-то время дети тоже начали привлекаться к нашей деятельности. И у меня возникла такая идея, чтобы их научить финансовой грамотности, получается, да. И я вот в КП в последнем заметила то, что нынешние дети, они не знают про наличку вообще. То есть у них есть деньги на карте, и у них нет ощущения того, что деньги вообще есть. И виртуальные деньги. Да, и виртуальные деньги. Поэтому как я делаю? Например, вот соль делают мои дети, да, дочка с сыном старшие, и за каждый пакетик я им плачу 30 рублей. То есть они все это делают, перекладывают и потом считают. И я плачу наличными. Потому что они только тогда ощущают, есть деньги или нет денег. А когда они лежат на кошельке, они меры не знают, короче. Не ощущают. Да, не ощущают. Ну так и с нами же, со взрослыми тоже так же. Когда на карте лежат, они вообще молниеносно онлайн покупки, там вот это вот все уходит. А когда наличка, она прям лежит. Вот как-то так. А копят ли они деньги? Бывает, что копят. Но сын копит, а дочка там уже растет, поэтому ей надо то, сё. Потребности. Да. Косметика нужна, там одежда нужна, поэтому деньги особо не это. Но тем не менее у нее начальные навыки есть. Дружбы с деньгами, так скажем. Вот. И как заметила в последнее время, мы, вообще родители, да, очень мало времени проводят с детьми. Все залипают в гаджетах, у всех свои интересы. С одной стороны, это, конечно, хорошо, личные границы, личное время, да, но с другой стороны, бывает так, что типа связь теряем с детьми. И вот это вот занятие, именно изготовление чего-либо, продукта какого-нибудь для последующей реализации, это мотивация как для родителя, так и для ребенка. Очень хорошая. Идет. Потому что дети же тоже заинтересованы в личных деньгах, да, своих собственно заработанных. А родители, могут вместе поболтать, пообщаться, там, как-то время вместе провести. Я считаю так. А что бы ты посоветовала мамочкам, которые также в декрете, да, находятся, не знают, как найти свою нишу, да, как вообще найти себя, чем заняться, с чего начать? Я пришла ко всему тому, что я сейчас имею, только методом проб и ошибок. То есть у меня жизненное кредо такое, то, что не попробуешь, не узнаешь. То есть если захотела, нужно пробовать. Сейчас у нас такое очень классное время, когда есть очень много мастер-классов, да, то есть нужно посещать мастер-классы, знакомиться с новыми людьми. А я считаю, только так мы развиваемся. И вот девочкам, которые сидят по уходу, да, в 4 стенах, я сама тоже знаю, что это такое, когда нету социализации, когда у тебя мир весь держится на одном маленьком человечке, да, я бы хотела посоветовать не забывать про себя, про свои интересы, пробовать искать себя, потому что декрет — это очень хороший период, когда мы можем прийти к самореализации. Вот именно с декрета у меня все и началось, когда я начала искать себя. Я, по идее, работала бухгалтером, но потом в последующем решила уйти с этой профессии, потому что я захотела именно работать сама на себя. Вот. И это не пришло быстро, уже 5 лет, да, получается, прошло.
но я все еще на пути. Вот, и я считаю, что это нормально. А так я вот создала вот эту вот свою студию, ну, вернее, не создала, а открыла, да, для того, чтобы у девочек, которые в поисках себя, была площадка, например, чтобы прийти, проводить свои мастер-классы, да. Кто-то там шьет, кто-то вяжет, кто-то макраме занимается, да. Здорово. Вообще отрада слышать, когда очень часто слышу такие истории, когда человек полностью поменял сферу деятельности, да, ушел в творчество, бросил там какие-то очень такие серьезные статусные профессии, да, и очень всегда радуюсь, когда слышу от наших героинь нашей программы, да, в основном, что вот они поменяли и полностью поменяли свое сознание, да, на 180 градусов, просто жизнь меняется, и главное вот действительно не бояться, пробовать и идти вперед. Оля, ну ты начинала, как уже сказала, да, с творчества, да, с дерева, постепенно у тебя пошел гипс, что там еще? Свечеварение, свечеварение, сейчас вот спа-наборы пошли, да, может быть, какие-то у тебя еще есть задумки, идеи? Да, задумок очень много, по идее, и я хочу уже начать реализовывать это, привлекая своих детей, свою маму. У меня мама, занимается, очень интересуется типа травами, да, вот это вот все. В последующем хотим делать чаи, например, да, тоже в эти же наборы. Также я хочу научить свою маму варить мыло на отварах трав. То есть натуральное мыло. И дети, чтобы делали бомбочки, то, что им нравится. Да, всем детям нравятся бомбочки, не будем скрывать. И в последующем создавать, знаете, вот такие вот наборы, когда... Вот я, кстати, с этой проблемой тоже столкнулась, когда приходишь в магазин, и в одном месте ты покупаешь упаковку, в одном месте ты открытку, да, в одном месте само изделие, которое ты положишь, и сама собираешь. Да, нужно бегать по магазинам, искать туда-сюда. И вот поэтому я вот, например, создала свои боксы, которые, сейчас в Якутске очень трендовые, да, постоянно на них есть спрос, они идут полный фарш. Вплоть до открытки. Я могу подписать открытку, если вы хотите, да, вот. То есть никуда бегать не надо, вы мне просто пишите, говорите, что вы хотите, я вам все это собираю, курьера вызываю, отправляю, все. Вот, потому что сейчас тоже, да, время очень драгоценный ресурс, никто не хочет его тратить на поиски подарков, да. Согласна. Вот, и поэтому я в последующем тоже хочу начать создавать такие вот боксы, именно спа-боксы, да, где и бомбочка, и мыло, и соль, там, и крема всякие, да, и чай, например, да, вот. Было бы отличной идеей. Я очень надеюсь, что до весны это все реализуем. Да, скоро у нас 8 марта, да, как раз будет очень актуально. И на 23 февраля, почему бы, да. Вместо носков и пены для бритья, да, спа-набор для мужчин. Ну почему нет? Да. Ну здорово, Оля, тебе огромное спасибо. Я тебе желаю, чтобы обязательно твои планы реализовались в ближайшее время. Ждем с нетерпением. Действительно, очень интересные у тебя идеи всегда, да. Тебе главное не терять вот этого вдохновения и потока энергии, да. Спасибо. Спасибо вам за внимание. И я бы хотела подытожить нашу сегодняшнюю передачу, так скажем, да, тем, что не переставайте верить в себя, пробуйте, делайте. Вообще, вот, казалось бы, да, вот видишь вот такую вот соль в магазине, кажется, что типа очень много усилий надо, я хочу тоже делать, но оказывается это очень просто. Нужно только попробовать. Вот. Да, ну и я хочу добавить, что творите, создавайте своими руками и умейте отдыхать. До встречи на телеканале Якутия 24. Увидимся в следующих выпусках.